Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Послание главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному совету. Этот вопрос обсудили с населением города руководители групп в рамках информационного дня. До выезда на места состоялся прием граждан. Канашцы – активные и инициативные люди. Юрий Козин – один из них. Интересуется всеми программами. Душой переживает за дороги, тротуары, пруды и скверы. К новому главе записался на прием с вопросом уборки снега. Жители улицы Железнодорожной, территории бывшей нефтебазы, пришли командой. Котельная, вода, услуги транспортных компаний, дороги. Вопросов много. Мы просто очень обеспокоены тем, что на территории бывшей нефтебазы стали завозить грязный снег. И там такие горы, и продолжают возить. Вот мы сейчас пока стояли на остановке, столько машин заехало. И самое обидное, у нас та земля вся пропитана бензином, керосином, всеми нефтепродуктами. Мало. Мы пьем грязную воду. И весь снег складывают прямо около водонапорной башни. Водонапорная башня старая, часто выходит из строя, сетуют горожане. Вода и так поступает у нас от местных скважин. Вода у нас очень грязная, ржавая. В квартиру заходит с маслом, даже с маслянистыми пятнами. Так, ржавая, грязная и очень сильным запахом. Свои проблемы изложили на бумаге и передали в руки лично главе. Виталий Михайлов взял на контроль. В течение недели изучат ситуацию и примут соответствующие решения. Канашский завод технологической оснастки. Информгруппа встретилась с коллективом стабильно развивающегося предприятия. В качестве главы администрации Виталий Михайлов здесь впервые. Отметил, что сделано многое. Рынок вышел на международный уровень. Руководитель группы Александр Иванов, комментируя послание, сообщил, что на малый и средний бизнес делается большой упор. Рабочие профессии востребованы. Для улучшения демографической ситуации созданы условия. Добавлена финансовая помощь матерям, родившим детей с 1 января 2018 года в размере 8910 рублей. Выплата производится до 1,5 лет, получают семьи, имеющие и первого, и последующих детей. Развивается социальная сфера. Уровень жизни людей подобных заводов остается стабильным, растет. Ситуация дел на предприятии достойна примеру. Олеся Григорьева, Елена Бладцева, Павел Павлов. Вести недели. Сегодня в Канаше с участием судебных приставов и ГИБДД провели рейд по нелегальным маршрутам пассажирского транспорта, рассказывает Марина Баринова. Конечная остановка в Восточном микрорайоне стала сегодня ловушкой для маршрутной «Газели» номер 6. Как оказалось, в городе вообще нет такого маршрута, но нелегалы благополучно перевозят пассажиров. Пассажирские перевозки довольно-таки щепетильная тема, честно говоря, и для нас, и для жителей города. Хочется здесь, чтобы рано или поздно все-таки порядок был наведен. И мы, во всяком случае, делаем для этого все. Вы понимаете, были введены определенные изменения в законодательстве, введен новый 220-й федеральный закон, который обязал нас провести конкурс, то есть выбрать перевозчиков для города на конкурсной основе, которые бы предложили для наших горожан более хорошие условия, лучшие средства для перевозки наших пассажиров. И вот по результатам вот этого конкурса и были определены те подрядчики, те перевозчики, которые сегодня работают. Они получили на основании этих конкурсов свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок, были выданы карты маршрута. В этих картах маршрута есть характеристики, которым все транспортные средства должны соответствовать. Вот наша задача здесь, в первую очередь, поддержать тех людей, которые легально занимаются, которые по каким-то финансовым вложениям, кредитным средствам приобрели довольно-таки достойные средства транспортные. Это Форды, Мерседесы, вы сегодня все видели. То есть и нашим-то пассажирам в этих средствах ездить намного комфортнее и удобнее. Вины водителей нет, но страдают зачастую именно они. Судебное решение о прекращении деятельности было проигнорировано. За дело взялся Канашский отдел судебных приставов. В ходе рейдового мероприятия установлено, что действительно по городу Канаш осуществляют пассажирские перевозки нелегально. На сегодняшний день вручены документы, требования о прекращении пассажирских перевозок. Составлен акт совершения исполнителя действий о том, что он действительно по городу Канашу осуществляет пассажирские перевозки. Отобрано объяснение.
Для того, чтобы получить лицензию на легальное осуществление перевозок, нужно совсем немногое. Компания-перевозчик должна иметь определенный набор транспортных средств, достаточное количество квалифицированных водителей и дополнительного персонала. Данным требованиям полностью соответствует общество с ограниченной ответственностью «Автогрант». В 2016-2017 году был объявлен конкурс согласно 220 федерального закона по транспорту. Мы приняли участие в этом конкурсе, выиграли маршрут номер 6А, 1А и 5Э. На всех этих лотах все желающие могли участвовать в выигрыше этого маршрута. Конкурс прошел легально, прошли все суды, то есть подтверждение тому, что мы являемся официальными перевозчиками на маршруте 6А. Это неизменно. Мы получили свидетельство по организации осуществления пассажирских перевозок на этом данном маршруте. Также карты маршрута на транспортные средства. Заявлено было 15 единиц автотранспортной техники, которые обслуживают. Начинается у нас график маршрута 6 часов 10 минут, 6:05, и заканчивается в 20:00. Остаются дежурные автотранспортные средства, которые должны еще где-то в течение часа до 21 часа ходить по данному маршруту. Удобство автомобилей озвученных маршрутов горожане испытывают на себе ежедневно. Это удобные посадочные места, так как машина технически безопасна и вовремя проходит техосмотр. Водители ежегодно проходят переподготовку и ежедневно предрейсовое медосвидетельствование. Купив билет, пассажир автоматически страхуется от всякого рода несчастных случаев на время перевозки, лишь в машинах, которым разрешено легально перевозить людей. Также на них предоставляются льготные бесплатные проезды ветеранам Великой Отечественной войны. Нелегальные перевозчики, это, во-первых, это сбивается график движения, сбивается пассажиропоток, то есть получается, как бы эти пассажиры не застрахованы, потому что мы ведем полное страхование пассажиров при покупке билета официального на наших транспортных средствах. То есть пассажир полностью застрахован, то есть от несчастных случаев по выплате компенсации при поездке по данному маршруту следования. Что предпринят компания нелегальных перевозок 6-го маршрута, мы узнаем в ходе следующего рейда. Главное, работа по легализации маршрутного бизнеса в городе началась. Марина Баринова, Елена Блатцева, Павел Павлов. Вести недели. 18 марта вся страна принимает участие в главных выборах России. Голосует каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста. Далее информационные ролики ЦИКа России. 18 марта 2018 года. День главного выбора страны. 18 марта. День, который решает судьбу России. День, который определяет наше будущее. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Каждый гражданин страны, достигший 18-летнего возраста, имеет право голосовать на выборах президента России. 18 марта. День, когда важен каждый голос. 18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента Российской Федерации. Как проголосовать на выборах президента России по месту нахождения, а не по месту регистрации? В этот день избиратели, находящиеся не по месту регистрации, смогут легко проголосовать там, где они находятся, в любом избирательном участке нашей страны. Для этого вам нужно заранее подать заявление, указав, на каком именно избирательном участке вы хотите проголосовать. Помните, заявление можно подать только один раз. Как подать заявление, выбирайте. С 31 января по 12 марта в любом многофункциональном центре «Мои документы», в любой территориальной избирательной комиссии через единый портал государственных и муниципальных услуг. А с 25 февраля по 12 марта еще и в любой участковой избирательной комиссии. День Татьяны в Канаше всегда отмечается с размахом. Студенты ночами готовятся к флешмобам и выступлениям. Участие принимают все техникумы и колледжи города. Об этом в сюжете Ирины Константиновой.
День российского студенчества – один из самых широко отмечающихся праздников молодежи. В этом году в Чувашии он объединил более 62 тысяч студентов. 5 учебных заведений города Канаша – медицинский, финансово-экономический, педагогические колледжи, канашские транспортно-энергетические и строительные техникумы. На сцене городского дворца культуры зажглись новые звезды. На сегодняшний момент учеба, конечно же, основное в их жизни. Но неутомимое желание показать свои таланты привела их сегодня на сцену. Вот и нашли они место полета творчества. Кружиться в танце, вживаться в роль – все это о настоящем студенте. Ведь, как вспоминают педагоги, студенчество – это самая яркая глава их книги под названием «Жизнь». Пора мечтаний, надежд. Тот период жизни, когда у нас находятся верные, настоящие друзья. Тот период жизни, когда мы с вами закладываем фундамент будущим личным и профессиональным успехом. А студенты – это у нас самая инициативная часть молодого поколения. Учащиеся техникумов и колледжей схлестнулись в танцевальном ритме за право стать лучшим. Современными, народными, какими только не бывают танцы. Татьянин день или День студента имеет глубокие исторические корни. А студенческое братство Канаша ежегодными встречами вписывает свои имена в летопись истории города. Ирина Константинова, Елена Бладцева, Илья Сергеев, Павел Павлов. Вести недели. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Гипермаркет «Светофор» приглашает за выгодными покупками. Продукты питания, бытовая химия, бытовая техника, одежда и обувь. Около 1000 квадратных метров складского помещения. Все по очень выгодным ценам. В оптовом гипермаркете «Светофор» есть все. Количество товара у нас всегда ограничено. Постоянно меняется ассортимент, поэтому у нас сохраняется свежесть и качество товара. Постоянно происходит акция. Таким образом, покупатель может сэкономить семейный бюджет. За покупками к нам ходят семьями. Большой ассортимент товара, всегда свежая продукция. Пришел в этот магазин сегодня, выходной день, а так хожу я раз в неделю. Покупаем примерно также на неделю. Магазин очень хороший, продукты дешевые, экономит бюджет. Так что спасибо и продавцы вежливые. Мы радуем постоянными акциями, дарим подарки и скидки. Город Канаш, улица Котовского, дом 4. Телефон 2 30 50. Приходите в наш магазин за умными покупками. Мы всегда будем рады вас видеть. Работаем с 8 до 19 часов. Магазин «Светофор». Экономьте вместе с нами. Совершайте покупки с выгодой. Пчеловодам и любителям меда на заметку. В магазине пчелиной продукции по адресу город Канаш, улица Железнодорожная, 89 вы сможете приобрести ульи, медогонки, рамки, защитную спецодежду, систему вывода пчелиных маток, вощину, книги о пчеловодстве, лекарственные препараты для лечения пчел и другой пчелоинвентарь, а также всевозможные масла, целебные бальзамы на основе меда, аромасвечи и многое другое. Все предложенные пчелопродукты известны своими целебными свойствами. Мы ждем вас. Город Канаш, улица Железнодорожная, 89.